О, у Маши машина стоит. Значит, где-то рядом Маша. Значит, где-то рядом Маша. А, она. Так. Пока меня не видят, да. Осторожненько так. Но. Марпуша. Марпуша. Енут. Мешкин коси гушенда. Этия марпасута, да. Сейчас покажу вам Марпушу. Вот Марпуша. Ругает меня. Где ты, Марпуша? Где ты? А, Марфуша-то какая. Смотрите, выросла. Меня не узнает. Хвост калачиком, да, Вада? Четырехглазая, хвост калачиком. Немножко на хаски похоже почему-то. Такая. Красят веранду. Маша, а ты куда лезешь-то? На высоту. Ничего себе забралась. А так надо держать потом. Кутны колодая? Куда? Та ушас? Вот он так. Если лучше. Он даже звучит. Вымазки нету, так умудряемся. Вот пола но уже не мунлинен беше красить, чем я сискал, потому что пола зелёна. Нет, она. Вот как выглядит дом у Лидии Кузьминичны со стороны улицы. Вот. Окна уже тоже из пластика поменяны, из пластика сделаны. Деревянные, конечно, были, но удобнее сейчас. Что ни говори, но все равно, хоть и не экологично, но удобно. Удобно, что потом поделаешь. Удобно, значит удобно. Вот. Маша там с мамой продолжает красить. Алексей он рассказывается. И огород такой. Картошка еще где-то можно уже окучивать, где-то уже нельзя окучивать. Поздно окучивать. Вот так выглядит. Лук, да, где-то у тебя есть, нет, Алексей? Лук, там морковь, что там у тебя есть? Там, на другом конце, да? Да, сейчас, если смогу, там подъеду, поснимаю, как выглядит. Ну, участок такой, не очень маленький тоже у тещи. Вот так. А вот здесь лучок. Лучок, там дальше чесночок. Ближе не могу подъехать, тут одни борозды. Чеснок и лук. Морковь, да, что-то нету, да? Маленькая еще. А здесь уже окучена картошка, вот. Интересно, там по-разному выходит. Здесь уже окучена. Вот такой участок, не очень маленький у Лидии Кузьминичны. Вот такой участок. Он неровный. И одни канавы здесь. И очень опасно. Можно перевернуться. И потихоньку езжу. Балансируя, так сказать. Балансируя. И
если не рассчитать все, можно будет потом кирдык свалиться. А так, нормальный такой участок с бороздами, и потом земля сухая, сам дом стоит возле, ну, сам дом стоит именно на сухом участке. А птицы поют. Вот. Вот. Кучаты? Кучаты? Дик канавас эглечил. Дик канавас мыша эглечил. Мешаюсь Маше здесь рядом. Как дела, Мария? Дела идут. Дела идут. Кисточка мажет, да? Да, кисточка мажет. Красиво. Ты наша оставьте. А с которым мешаем абу краска? Мажем, красим, пока погода позволяет. Сегодня же вон какое солнышко, да? Первый день. Самый раз, да? Первый день после, Не упускаем момент. после этого, Ой. после заморозков. Да. Момент не надо упускать, потому что погода непонятно, когда тепло, когда холодно, когда дождь. Завтра опять показывает вроде как. А куда сейчас век сукти? Да, куда сейчас сукдукси? Джулианика. Покажи нам листочки. Маляр. Маляр. Напротив солнца снимаем. Очень плохо. Маляр. Малярим, красим, да? Красим, малярим. Приятный. Голубой, замечательно. Цвет, да, голубой такой. Сегодня будем чай пить на природе. Чай на природе. Давно не пили, да? Самовар, надо было мне ехать через все село с самоваром, да? Он беспечно закружен, Вроде как эту сторону закончили. Там почаевничать хотят. Принесли чай нигде. К чаю что-нибудь, да. Сейчас вместе чайку попьем. Hoş demiş. Mübarekçi mikireye. Staya. Güzelsi var. Zurgada tuta güzelsi. Siyala var. Acırka. Zür. Hoşçay nasmından sıç. Tek. Ya kucala saçsın. Kucala saçı. Kucala. Ulla ulla. Kucala.
надо? Мама, ты надо? А вот и надо. Сурусовка. Korka сердистым ты думаешь, это яблоко. Надо, не надо. Так. А, сур, нет? Мягкий хлебушек. Сурусовка. On sulle kuule. Любит Ашканда. Voi näe seda. Tahu tukul, kalau bosni. Ничего, мечо гышта. Это серьезный кусок. Mine pute sacık. Mian malas tanul lavlen. Yoran yerince Pur nazar me. Puralas berbete. Tecrübe. А потому что крикат никого леже, lavlen tu siya. Mitä on мыкивачи. Перекись водорода, марганцовка, плин. Сейчас мы здесь лежит Мы сейчас. Мы. Добрый невочи. А, Марганцовка. подкормка. Плин, да. Борная кислота. И мы, конечно, на покупке. Гудуши. И мы кияс. Мужу я сама кистал. Говорят, светите на япты. А озлы подкорм, короче, Ну что, почаевничали. У Маши там фронт работы в другая сторона веранды. Так, спасибо Лидии Кузьминичне за чай горячий и за мягкий хлеб. Марфуша где-то там. Вон. Марфуша играется с Машей. О, разлеглась. Разлеглась. Вот такая Марфушенька. Выросла совсем. К этой осени уже полноценная собака будет. Пускай учится уже охотничать, добывать дичь. Ага. Ну что, после чаевничества, как говорится, Маша приступила вот эту часть. Ей надо вот это здесь еще покрасить. Но, в принципе, за день легко управиться. Вот. Я потом уже тоже домой, в сторону дома поеду. Так, вдвоем с Лидией Кузьминичной красят. Здесь невысоко уже. Стол, вместо вымеска обычный стол. И еще достает. Ну все, поехали. Давай. Давай, начитай. Луграч, кай. Рыбач. Так, поедем. Марпуша, пока. Так. Все, поехали. Так, немного поснимаю огород еще поближе, не с квадрокоптера я, приземленно, так сказать. Ну вот, клубника цветет. Цветет, но все равно ей надо жарко. Жарко. Давно уже цветет, но видишь, ягоды не образуются пока. Цветет. У нас в этом году только одна грядка клубники небольшая. Вот. Это одно.
Дальше чеснок уже показывал там. Вершинки желтенькие. Колышется, растет тоже. Дальше у нас все эти дни холодные заморозки спасали мы помидоры. Не знаю, вроде как стояли, вроде как нигде не почернело. И даже вон плоды. Плоды уже есть. О, видите, плоды вроде. Вон там тоже висят. Просто палочки не дают фокусироваться. Но Маша там, тут вот все еще цветет. Маша все это время укутывала каждый день, даже днем не снимали. Вот такие холода были. Вот сегодня первый день более-менее на лето похож. Ну, здесь уже это зелень, редиска, да что-то. Так, лук и все такое. А здесь еще вот ковер такой, сорняки не почищены еще. Не успели. Кукуруза он еле-еле дышит. Тепло ей надо. Тепло. Ну, в принципе, вот такие основные. Из хорошего, что вот завязи образовались, помидорчики уже висят. Осталось тоже на солнышке, чтобы налиться, и побольше, конечно. Так. Помидоры, значит, отстояли мы. То каждую ночь уже тревожно за них. Я уже, друзья, на реке. Смотрите, какие места. Такой вечер приближается. Там рыбак вдали рыбачит. Что-то я вот смотрю, да, пока ни одной рыбы тоже еще не поймал. Рыбачит. А мы пришли по-быстрому вершу. Вершу поставить на речку. Одну уже поставили с Алексеем, дядь Ванем. Вот эти две жерди, не знаю, видно или нет. Вот эти две жерди, да. Вот, с одной стороны верши и с другой стороны. Одна верша уже в речке. Такая красота, друзья, здесь. Вообще. Смотрите, какая шикарный вечер, красота. У меня место еще не подготовлено для рыбалки. Но будет здесь место для рыбалки. Вот. Там рыбак ловит тоже. Не клюет. Видите, не клюет. И тоже там слоняется. А мы оставим вот эту вершу. Вот верша такая, как винтель, только без крыльев. Винтель и заход в одну сторону, как бы. А здесь в обе стороны верша такая. Русский вариант винтеля нашего Нордеда. Природа вообще шикарная прям. Гладь такая. Вообще благодать. Сейчас Алексей туда. О! Вроде нормальное место. О, вот так примерно. Да, вот так. Все. Ставили. Ловись.
и щука, и кто еще? Дядь Вань, кто еще? Кто будет ловиться? И щука, и окунь. А может ёрш? Ёрш, да. Сетинистый ёрш. Все, короче говоря, 2 ловушки поставлены. Уже идем ждать рыбу. Теперь домой обратно. Такую красоту вам я показываю, друзья. Вообще шикарно. Песня прям. Но здесь будем делать для рыбалки место. Вот здесь 2 столба, типа мостика, 2 столба. Вернее, там с краю 2 столба, потом отсюда здесь еще для крепости еще 4 столба. Свяжем мосточек, и все. Будет шикарно. Ну что, Мария закончила уже, я приехал с речки-то, я приехал. Маша уже как бы тоже закончила у мамы там веранду красить, теперь поливает, огородик такой. Вот. Ну а потом уже будем заходить домой, и у нас получится, ведь сегодня точно обед будет, ужин будет обедом, да? У нас суп там куриный, просто куриный с мясом. Больше ничего там, никаких приправ нету, потому что я этот суп обожаю. Ну что, Маша дальше поливает. Здесь у нас свекла. Тоже все заторможилось. Ничего не растет. Малышка. Малыш.
Маша говорит, лак пурым. Пошли домой. Вот у нас, друзья, обед. 6 часов 15 минут вечера. Вот так. Будем кушать суп, который Маша варила, можно сказать, с утра. Просто мясной такой. Ничего тут нету. Ну, немножко вермишелька плавает. Мясо и картофелина. Больше тут ничего нету. Это для меня лично самый вкусный суп. Прям, я проголодался. Такой насыщенный именно мясной суп. Ну, вернее, курица, конечно, но все равно. Именно обожаю такой простой суп. С хлебушком. Этот суп горяченький. Вот. С хлебушком. Мясо и никакие приправы, никакие овощи не перебивают вкус мяса. Именно вот. Когда хочется или просто мясной, или для быстроты. Сейчас летом используем, конечно же, чаще курицу. Потому что варить просто, варить быстро. Шикарно. Вот. Черненько. Вообще. Замечательно. Маша вам говорит, что резко устала. Ну, конечно, устанешь тут. Целый день с утра. Встали в 6 часов, по-моему, 6:30 встали. В 6:30 утра встали. Вот 12 часов уже на ногах. Вообще почти... Я-то что, я целый день сижу. Хотя езжу там и все равно сижу практически. Маша целый день почти на ногах. Ну, буквально там за исключением там обеда или что-то там. Чай попили, наверное, да? И все. Вот так. Ну что, будем заканчивать. А мы дальше обедать. Обед-ужин называется это. Обед-ужин. И всем пока, друзья. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов, как обычно говорим. Пускай они будут всегда добрые. Встречайте рассветы. А мы с Машей тоже будем встречать. Вот. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Дальше. А мы дальше кушать. Вкусно. Когда целый день бродишь, или работаешь целый день, под вечер потом наедаешься, и сразу ко сну будет тянуть. Так ведь? А рыбка попадется или нет? Если попадется, покажу. Если не попадется, наверное, не покажу. Просто скажу, что не попалась.